Два колеса, руль, кнопка газа. Казалось бы, ничего сложного. Встал и поехал. Вот только неуверенным пользователям средств индивидуальной мобильности, или, проще говоря, СИМов, таким как я, на них лучше не разгоняться, ведь в зависимости от модели такие электросамокаты достигают скорости до 120 км в час. Территория у центра семьи Казан. Своего рода лакмусовая бумажка для сотрудников ГИБДД. Здесь наглядно видно тех, кто ознакомился с правилами, прежде чем встать на электросамокат, и тех, кто этого почему-то не сделал. Останавливаемся. Здравствуйте. Первых нарушителей ждать долго не пришлось. Вот молодые люди едут вдвоем. Почему на самокате вдвоем ездите? На средствах индивидуальной мобильности необходимо передвигаться только одному. По словам парней, о правилах слышат впервые, но незнание не освобождает от ответственности. Для них прогулка завершилась составлением протокола. Не знали, на самом деле, о правилах таких. Вот. Ну, ничего, будем. Спасибо за такие мероприятия, на самом деле. Просвещайте людей. Останавливаемся. Здравствуйте. Следом еще один нарушитель. Почему не спешились на пешеходном переходе? Владелец этого электросамоката пытается оправдаться, мол, спешил, но такая спешка вылилась ему в штраф. Впрочем, урок мог быть гораздо жестче, если бы в это же время на этом же перекрестке торопился водитель машины. Слышал то, что были изменения именно касаемо самокатов, но вот видите, как бы не посмотрел, не изучил. В связи с этим, наверное, вот получилось такое нарушение. Правила дорожного движения для электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других средств индивидуальной мобильности действуют с марта. Вот ключевые пункты. Согласно закону, скорость техники не должна превышать 25 км в час. На зебре спешиваться. Пассажиров не перевозить. Дети до 14 лет могут кататься только в сопровождении родителей. Я вам на будущее дам памятку. Спасибо. Прочитайте, пожалуйста, ее изучите. Конечно. По данным госавтоинспекции, число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности по всей стране вырос на 60%. В Татарстане с начала года произошло 17 ДТП, в которых 18 человек пострадали, из них 8 дети. Так, в Нижнекамске водитель внедорожника насмерть сбил 9-летнюю девочку на самокате. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Казани в этом году количество аварий с участием электросамокатов выросло в 2 раза. Из своего личного опыта и тех нарушений, которые выявляются инспекторами ДПС, и наиболее опасными, я считаю, что это пересечение проезжей части на электросамокате, это пешеходные переходы. Это очень опасно с точки зрения внезапного появления на дороге. В рейде сегодня и сотрудники ПДН. Если нарушители несовершеннолетние, накажут родителей. Таким нерадивым родителям грозит в дальнейшем постановка на профилактический учет родителя, который не должным образом занимается его воспитанием, а также грозит подростку постановка также на профилактический учет. Как снизить аварийность с участием СИМов, говорили на этой неделе в Общественной палате республики. Эксперты предложили ограничить скорость всех самокатов, а не только тех, что сдаются в аренду. Среди других идей – внедрение голосовых помощников и обеспечение средствами защиты. Все предложения будут доведены до Общественного совета при Минтрансе России. Рейды в республике продлятся до 4 августа. Именно так нужно делать всем. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.